Вторая основная Сунжинская школа во всей красе ждет своих учеников. Школьники и вовсе не узнают ее. Теперь на месте старой двухэтажки 62-го года постройки возвышается большое трехэтажное здание. Детям приходилось учиться в приспособленном помещении в тесных условиях в 3 смены. А теперь в новых стенах просторно, удобно, светло и комфортно. Преподавательский состав полностью готов к новому учебному году. Сегодня все для них сделано. Все кабинеты, как вы видите, оборудованы, оснащены. Конечно, в старой школе у нас всего этого не было. Здесь у нас созданы все условия. Есть все кабинеты предметные, оборудованы. Полное преображение родной школы впечатляет ученицу 2 класса Айшат Аздоеву. Она еще не до конца осознает все преимущества и новшества в новом здании, но очень радуется обновлению. Здесь все новое, мне здесь очень нравится, я хочу здесь учиться. Комфортная, безопасная и современная образовательная среда. Именно это подарит своим ученикам новая школа. Родители давно ждали такого преображения, которое бы вдохновляло и мотивировало детей к учебе, творчеству и развитию талантов. У Лидии Махлоевой здесь учатся 3 детей, еще 2 являются ее выпускниками. Сейчас, когда детки уже 2 выпустились, не успели, конечно, оценить вот все, что сейчас сделано. Они говорят: ой, почему нам вот не досталась такая красота? Мы же так любили эту школу, так учителей, вот нам бы еще было, нам бы вообще еще больше доставляло удовольствие обучение. Немножко завидуют, немножко ревнуют, но счастливы за младших. Девочки, сейчас мальчик тоже обучается, счастливые, каждый день возвращаются, говорят: ура, там, не знаю, идут вот на эту площадку, на детскую, безумно рады. Кроме того, что мы получаем превосходные знания здесь, это очень важно было для нас, и мы сохранили эту школу. Новое здание впечатляет современным оборудованием, которое способствует лучшему восприятию детей к учебному процессу. Интерактивные доски, проекторы, специализированные кабинеты для труда и информатики, лаборатории для практических занятий. Здесь есть все, что нужно для учащихся. Вот у нас столовая, как вы видите, очень красивая, уютная, добротная, на 104 посадочных места. Правда, у нас столовая была, но не такая большая. Тут все, что нужно, все оборудовано, завезено, все у нас есть в наличии. Дети очень рады. Вы сейчас все это увидите, очень красиво. Помимо столовой, что еще? Помимо столовой у нас большой актовый зал, которого у нас тоже не было. Спортивный блок полностью на месте, медпункт полностью тоже оборудован со всеми кабинетами. Также все кабинеты предметные, у нас их не было. Были, правда, кабинеты, но оборудованы. Кабинет химии, кабинет физики, кабинет домоводства для девочек. У нас этого не было. Сегодня мы все это имеем, все кабинеты оборудованы, все есть для детей. Главное, чтобы наши детки учились, а все остальное нам, спасибо нашему руководству республики. Школа, основанная в 1962 году, выпустила 1000 учеников. Многие из них добились признания в общественных кругах, продвинулись по карьерной лестнице или стали удачливыми предпринимателями. Директор школы Айшат Кастоева также является одной из выпускниц учебного заведения. Однако особенно гордятся здесь Султаном Хашигульговым, героем России. Сегодня мы гордимся своим выпускником, героем России, Хашигульговым Султаном Юсуповичем. Он наш выпускник, когда учился, был очень ответственным, добродушным, учился хорошо, был ответственным, примерным учеником. Сегодня все учащиеся гордятся его подвигом, его героизмом, его деяниями. Конечно, школа радует и почитает такого выпускника, и мы очень рады за него. На строительство школы ушел год. Благодаря национальному проекту образования, инициированному главой государства Владимиром Путиным, она получила 2-е дыхание и продолжает провожать ребят во взрослую жизнь. Зелимхан Калоев, Адам Гулоев, Акрамат Дасхоев, Магаз 24.